МВД предупреждает. Это мошенники. Раздался звонок с неизвестного номера WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram или Viber. Будьте бдительны. Это мошенники. Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь своих жертв они ищут в мессенджерах. Однако вычислять и блокировать звонки из мессенджеров затруднительно. Этим и пользуются аферисты. Как мошенники убеждают своих жертв? Вариант первый. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. На аватарке фото человека в форме или эмблема силового ведомства. Неужели это мошенник? Никаких сомнений. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах. А фото на аватарке – подделка. Вариант второй. Голос в трубке звучит зловеще. Вы подозреваетесь в госизмене. С вашей карты поступали денежные переводы врагу. Вам грозит огромный срок с конфискацией имущества. Запомните, это мошенники. Их задача напугать вас и заставить отдать круглую сумму. Сбросьте звонок и заблокируйте этот номер. Вариант третий. Звонок с портала госуслуг. Вежливый голос уверяет, ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит, украдут все данные, зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если сменить пароль и номер телефона на госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас, под его чутким руководством. Запомните, это мошенники. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это мошенники. Продолжение следует.